Покормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой стайки на крыльцо. Небогата их корма, горсть зерна нужна. Горсть одна, и не страшна будет им зима. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать? Улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтобы без песен не пришлось нам встречать весну. Вот с таких проницательных слов начинаем сегодняшний эфир. На календаре 15 декабря, чуть не сказал. В декабре последний раз я в этой студии сидел. 15 января. И сегодня День зимующих птиц отмечается. Именно поэтому мы такой поэтической тирадой и разверлись сегодня. Вот с этого начинаем. Утро Якутии. Дарья Анкехова, Павел Танин. Вместе с вами это утро, завтрашнее утро, в среду утро, четверг утро. В общем, все 5 дней этой недели будних будем вместе с вами встречать. Действительно, доброе утро, дорогие друзья. Как уже сказал Павел, вот в такой команде вдвоем мы уже давно с тобой не вещали, да? Да-да. С утра, ну а уж тем более Новый год, новые эмоции, позитив. Ну и как всегда, все самое интересное в прямом эфире программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха». Да, ну и как всегда, нужно же немножечко забегая вперед людям рассказать. Мы забежим вперед, мы все вам расскажем. Обязательно, как бы без этого никуда. Просто почему-то хочется как-то отметить, что, наверное, вот вчера уже вот была вот финальная такая отсечка от новогодних праздников. Старый Новый год мы в эти выходные проводили. И теперь все. Еще год ждать следующих праздников, больших, крупных. Ну и вот, кстати говоря, раз уж начало такой рабочей недели, конечно же, необходимо будет узнать, что же нам, так сказать, звезды расскажут. Поэтому сегодня у нас обязательно будет рубрика «Гороскоп». Также мы узнаем, как можно приготовить борщ, но не дома у плиты, а в космосе. Ну и нас ждет премьера клипа. А какого, узнаем чуть позже. Да, ну и, как уже мы сказали, ежегодно 15 января отмечаем Всероссийский экологический праздник «День зимующих птиц России». Этот день знаменует собой и память о писателе Евгении Носове в день его рождения. Прочитав стихотворение своего друга-поэта Александра Яшина «Покормите птиц зимой», Евгений Носов каждую осень стал вывешивать кормушки для птицы, чтобы привлечь к кормлению птиц жителей родного города, расклеивал листовки с его стихотворением. Впервые акция «Покормите птиц» была проведена в Иркутской области зимой 2002-2003 годов. В январе 2003 года к акции присоединился Курск, родной город писателя. Тогда же иркутяне предложили объявить 15 января, в день рождения Евгения Носова, Днем зимующих птиц России и внести его в российский экологический календарь. Союз охраны птиц России эту идею, конечно же, поддержал. И в День зимующих птиц вошел в календарь экологических праздников страны. Зима – это, конечно, трудное время для птиц, особенно если зима морозная и снежная. Во время сильных морозов, метелей и снегопадов птицы голодают и гибнут. Именно в это время года, когда природных источников корма не хватает, птицы нуждаются в нашей заботе. Развешивание кормушек и подкормка – это важная составляющая заботы о пернатых. Некоторые мелкие птицы, такие как синицы и поползни, как правило, остаются на лето в местах, где их регулярно подкармливают зимой. И тем самым отплачивают людям, спасая урожай и деревья от различных вредителей. Вот, да, поэтому зимой надо... Ну, вообще, не только зимой мы, в принципе, человек, да, должен братьев наших меньших поддерживать, птицы тоже таковыми являются, поэтому, но наши зимы, они холодные. Холодные? Конечно, да, жители Санкт-Петербурга скажут, ну, у нас холоднее из-за влажности, но, тем не менее, да, зимы в Якутске очень холодные, холодные, морозные, и скоро они закончатся, скоро весна, поэтому давайте узнаем, что же до весны еще далеко, а что сегодня нас ожидает, давайте узнаем. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 44 градуса. В Заречной группе 42-54 ниже 0. В южных районах до минус 35. В Вилюйске 35-43 градусов мороза, в Нижнеленских 38-43. В западных до минус 27. В Колымын-Дигирской группе улусов 32-54 со знаком минус, в Янских 45-48 ниже 0. На северо-западе до минус 45. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 37 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 39.
Ну, в принципе, опять же, у нас новогодние праздники достаточно морозными выдались. Точнее, не сами новогодние, а вот концовка и прошлая неделя. Опять пришла какая-то оттепель. Надеюсь, ну, лично, я не знаю, как другие. Кто-то сторонник того, что зима должна быть зимней. А я надеюсь, что все-таки потепление уже такое капитально зимнее пришло, что оно не уйдет до минус 44 каких-нибудь, 46, но Ну, останется. впереди еще крещенские морозы, Паша, поэтому загадывать, я думаю, не будем. Ну а сейчас самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Глава Якутии провел оперштаб по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых по нацпроектам и госпрограммам. Айсан Николаев проконтролировал ход строительства крупнейших объектов Якутского республиканского онкологического диспансера в Якутске, больничных комплексов в селах Хану и Чурапча, а также Дома культуры в селе Крестях и школ в селах Намцы и Тыккёль. Все объекты реализуются по нацпроектам здравоохранения, культуры и образования. Глава Якутии подчеркнул необходимость выполнения работ подрядчикам и решению оперштаба в максимально сжатые сроки. Трехмесячные санитарные очистки проведут в Якутске. Он стартует 1 февраля и завершится 1 мая. Подготовку рассмотрели на совещании главы города Евгения Григорьева с руководителями подведомственных предприятий, структурных подразделений, а также управ округов и пригородов. Евгений Григорьев напомнил, что в прошлом году выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений, и все должны быть готовы к любому развитию событий. Также поручено усилить разъяснительную работу с жителями частных домов. В случае выявления несанкционированного складирования снега на проезжей части после уборки частных дворов возможно привлечение виновных лиц к административной ответственности. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе планируют обсудить болезнь X. Информация об этом опубликована на сайте ВЭФ. По данным Всемирной организации здравоохранения, неизвестная болезнь X может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19. Обсуждение новой болезни планируют 17 января. В 2020 году ВОЗ заявляла, что первым патогеном X с полным основанием следует признать коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19. Однако, по мнению специалистов, велика вероятность, что за ним последуют и другие. Повышать цены на обучение в государственных вузах не планируют. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки. В сообщении указывается, что в отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. При этом в ведомстве допустили, что некоторые университеты скорректируют цены в пределах инфляции. Но как пройдут школьные экзамены в этом году? Так, основной период сдачи единого госэкзамена для 11-классников пройдет с 23 мая по 1 июля, а основного госэкзамена после 9 класса с 21 мая по 2 июля. Это следует из совместных приказов Минпросвещения и Рособорнадзора. Отмечается, что ЕГЭ будет начинаться в 10:00 по местному времени. Продолжительность экзаменов по биологии, информатике, литературе, математике профильного уровня, а также физике составит 3 часа 55 минут. По истории, обществознанию, русскому языку и химии 3 часа 30 минут. По английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам 3 часа 10 минут. Устные экзамены по иностранным языкам займут 17 минут, а по китайскому 14 минут. В гостях у лесных бизонов новая экологическая тропа откроется летом текущего года в питомнике лесных бизонов Усть-Ботума в Хангаласском районе. Она будет ориентирована на семейный туризм и включит в себя интерактивные элементы и историю появления бизонов в республике. По данным дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, в прошлом году число лесных бизонов в республике достигло 320 голов. Из них 42 телята, родившиеся в 2023 году. Детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» завоевал гран-при международного фестиваля конкурса «Зимняя сказка» в городе Харбин, что в Китайской Народной Республике. В постановках ансамбля отражается национальная культура Северного края. Коллектив удостоился высокой награды в номинации «Народный танец». Отмечается, что в грандиозном празднике национальных культур и дружбы приняли участие 130 российских конкурсантов из Приморья, Хабаровского края, Якутии, а также около 200 представителей творческих коллективов Китая.
Спасибо, Сергей. Мы продолжаем разгонять это утро, встречать его. И, конечно же, в понедельник мы планируем эту неделю всегда, да, что будем делать, ну, как бы, что хотим сделать и так далее. И многие, конечно, обращают внимание на какие-то знаки, да, кто там, дай знак, Господи, дай знак, что же мне делать? А кто-то проще поступает, он ориентируется на астрологические прогнозы. И вот как раз прогноз на неделю мы вам сейчас и предлагаем. Эта неделя будет для овнов очень удачной. Вы сможете достичь больших успехов в работе и личной жизни. Вам стоит обратить внимание на свои цели и планы, чтобы достичь их как можно быстрее. Будьте уверены в себе и не бойтесь рисковать. Тельцы на этой неделе будут чувствовать себя очень уверенно и энергично. Вы сможете справиться со всеми задачами и достичь своих целей. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. В личной жизни вам стоит уделить внимание своим близким и друзьям. Близнецы будут на этой неделе очень активны и энергичны. У вас будет много идей и планов, которые вы сможете реализовать. Не забывайте о своих близких и друзьях. Уделяйте им внимание. У раков неделя будет наполнена приятными моментами и удачными событиями. Вы сможете получить много поддержки и любви от близких людей. Не забывайте про свои цели и мечты и продолжайте работать над их достижением. Львов ожидает очень удачная неделя. Вы сможете достигнуть больших успехов в своей работе, а также в личной жизни. Не бойтесь проявлять свою индивидуальность и быть собой. Девам стоит быть более уверенными в своих силах и не бояться рисковать. Ваша неделя будет очень удачной и принесет много позитивных моментов. У весов будет много энергии и желания действовать. Не бойтесь рисковать и экспериментировать. Ваша неделя принесет вам много положительных эмоций и новых знакомств. Для скорпионов эта неделя будет очень успешной. Вы сможете добиться больших успехов в работе, а также наладить отношения с близкими людьми. Не забывайте об отдыхе и расслаблении, чтобы сохранить энергию и силы. Для стрельцов неделя будет полна позитивных эмоций и сюрпризов. Не бойтесь принимать решения и действовать, это поможет вам достичь своих целей быстрее. В начале недели козероги могут столкнуться с некоторыми трудностями, но не стоит отчаиваться. Продолжайте работать над своими целями и планами, и вы достигнете успеха. Водолеи должны быть готовы к новым вызовам и возможностям, которые появятся на этой неделе. Не бойтесь меняться и развиваться. Уделите время своим близким и любимым людям. Рыбы, не забывайте о своих целях и мечтах. Эта неделя поможет вам приблизиться к их осуществлению. Не бойтесь просить помощи у близких людей и друзей. Замечательно. Ты знаешь, ну, гороскоп, конечно, вещь такая относительная. Мы уже об этом говорили не раз, да, кто-то верит, кто-то нет, но в Да, любом все верят, случае когда там хороший хорошие прогноз. новости, да. А когда плохие, говорят, не С тот другой гороскоп. стороны, когда-нибудь вы прям слышали прям плохой прогноз? Вот, ну, прям Нет, ну, плохой. бывает, остерегайтесь того, вас ждут Не, ну так финансовые проблемы. остерегается, не, ну там так у вас могут быть финансовые. Нет, ты знаешь, Никогда что- не бывает, что там, к примеру, кто-то и все. Паш, ну Всё, знаешь, не сделать пытайтесь. можно проще, да. Гороскоп, если что-то плохое видишь, просто берешь и читаешь другой гороскоп, и там в просто любом ни- случае там будет другая ничего информация. плохого, серьезно плохого никогда не бывает. Вот Ну я а заметил мы это. движемся далее. Сейчас будет очень интересная тема. Тема вкусная, я бы сказала, да. Тема борща. Вот ты вот ешь борщ вообще? Любишь его? Я ем борщ, и Да? люблю его, Ага. и вкусный очень. А сам готовишь? Ну, редко очень, как бы, ну да, бывает. Как-то ты раз, это... раз в 30 лет я вот один раз приготовил. Вот сейчас 30-летка идет, я в эту 30-летку еще один раз когда-нибудь приготовлю. Ну, Борщ ты- сам. Ну, Но ем. у тебя получается. То есть Ну, вот как положено, тогда красненький, картошечка окрасилась. Тогда всё, да? получилось, тогда вышло, да. Тогда получилось. И в следующий раз не знаю, как там время много прошло. Но вот тем временем российский космонавт Константин Борисов Приготовил борщ? развеял миф, что в условиях невесомости борщ едят из тюбиков. Ну, все мы об этом знаем, да, что очень часто в тюбиках у них практически вся еда. Ну, я не А- знаю, это было 30 лет назад.
Но Как вся еда. он У них даже там не просто консервы сейчас есть всякие. Да, он не развеял, Паша, этот миф, он показал, как на самом деле Даже готовят фрукты целиком традиционное привозят. русское блюдо на Международной космической станции. Попробовав приготовленное блюдо, Борисов отметил, что у него превосходный вкус, а также добавил, что не хватает лишь сметаны и кусочка чесночка. Давайте же посмотрим, как готовят борщ в космосе. Всем привет с борта МКС. Сегодня я расскажу вам про борщ в тюбиках. Почему-то многие часто используют фразу «космонавты едят борщ в тюбиках». И я хотел вам показать на самом деле, на что похож наш борщ. Вот борщ с мясом, как вы видите, это не тюбик, это скорее пакет или брикет, такой вот фольгированный пакет, который мы аккуратно разрезаем и достаем из него что? Еще один пакет. Вот такой вот плотно сложенный борщ. Если его развернуть, то это превращается в уже привычный пакет, который следует заправить водой. Это очень сухая, твердая смесь. По ней его можно постучать как по дереву. Это борщ, который приготовлен с помощью сублимации. То есть, что это значит? Значит, что его сначала сварили, потом его резко заморозили, далее через специальный сублиматор пропустили для того, чтобы при очень низком давлении, практически в вакууме, вода, которая замерзла, жидкость, которая существует в этом борще, она полностью сублимировалась, то есть испарилась, минуя водную часть. То есть лед просто превратился в пар. И таким образом получается сохранить продукты очень хорошего качества, которые очень долго хранятся. Вот смотрите, дата изготовления 28 октября 2022 года. Годен до 28 апреля 2025 года. Что это у нас? 2,5 года. Чтобы его приготовить, нужно отрезать вот здесь вверху по линии, открыть себе вход для воды. Вот через этот клапан я заправил 150 мл воды. И вы видите, как сухая часть борща потихонечку растворяется в горячей воде. И чтобы облегчить процесс восстановления, для того, чтобы приготовился борщ, а это занимает 10 минут, видите, 30 граммов всего лишь весит сухая часть такого полноценного блюда. Добавить 150 мл воды, то есть по сути получается тарелка борща, 180 граммов борща, из которых всего лишь 30 граммов это сухая часть, а 150 это вода. И вот я могу его немножко поразминать, разделить на фракции, помассировать, болтать, чтобы все кусочки развалились. Прошло 10 минут, борщ за это время полностью восстановился. Да, мы используем слово «восстановился». По сути, просто произошла заварка борща, может быть, так можно сказать. Он немножечко за это время подостыл, и теперь его можно есть. Для этого я разрезаю здесь вверху клапан, кармашек для клапана, и достаю вот такую вот трубочку из полиэтилена. И теперь аккуратно выдавливаю борщ. Вот таким образом мы его едим. Очень вкусный настоящий борщ. Не хватает к нему сметаны и кусочка чесночка. И, собственно, вот говоря про то, что да, тюбики — это уже давно стереотип. Сейчас в тюбиках, по-моему, на МКС находятся только кетчуп, майонез и горчица. Все остальное. Вторые блюда подаются вот таких, ну, не подаются,
консервные обычные банки, есть специальная там машина такая, ну, аппарат, куда эти баночки расставляются, нагреваются. В общем, все кулинарные изыски сегодня на МКС доступны. Спасибо, наверное, космической науке, которая занимается разработками и ищет возможности порадовать людей, которые осваивают космос, можно сказать. Почему нет? В общем, пытаются их как-то гастрономически радовать. Ну, вообще, конечно, борщ борщом, но если говорить с точки зрения диетологов, да, это достаточно такой серьезный продукт, и эта сметанка, и пампушки, конечно, могут сделать и свое дело. Да. Отложиться где-нибудь, так сказать, не в нужных местах. А вот, допустим, ты любишь поесть? С удовольствием. С удовольствием. Да. Ага. И, соответственно, я и сталкиваюсь с этой проблемой, когда что-то откладывается не там, где нужно, и не хотелось бы, конечно, набирать лишний вес, но, как всегда, здесь что может прийти на помощь? А я просто считаю, что на двух стульях не усидишь, и нужно сделать выбор и идти до конца. Вот я кушаю, я ем и буду есть. А ты как справляешься? Нет, но здесь, конечно, случаи, когда ты уже понимаешь, что что-то происходит с твоим телом не то. Ну, первым делом, конечно же, куда бежишь? Бежишь в спортзал. Ну, как вариант, да. Ну, вот, кстати говоря, про спортзал, и не только мы с тобой, да, но мы, в принципе, наверное, еще к разряду молодежи относимся, потому что по Всемирной организации здравоохранения мы по возрасту еще относимся к молодежи, но сегодня тренд такой, что все занимаются своим здоровьем, это правильно, это хорошо, и вот, кстати, бабушки из Мирного также даже следят за своим здоровьем и ходят в спортзал. Вот предлагаю посмотреть, как у них там получается все здорово, и взять пример, самое главное, взять пример, как нужно следить за своим телом в части того, чтобы оно всегда было в тонусе. Здесь, в зале единоборств, пожилые люди тренируются, чтобы быть в форме, развивать силу, гибкость, выносливость, координацию движений, ловкость, чувство динамического равновесия. А всех здесь собрала вместе 70-летняя Лидия Выбина. Я сама лично занимаюсь лет 14. Костяк у нас есть, который долго занимается. Ну, много, которые приходят, уходят, но в основном хоть постоянные. Занятия у нас основаны на упражнениях ЛФК, то есть лечебная физкультура. Начинаем от макушек и до пяток. Вот какой-то, например, какого-то одного направления у нас нет. Упражнения подбираем по возрасту как бы. И каждый занимается в меру своих возможностей. То есть друг за другом как-то не тянемся. Вот. Нет у нас такого обязано вот это сделать. Если нет, не получается, делай как получается. Самое главное – присутствие, желание заниматься с удовольствием. Все. Бабушкам и дедушкам лечебная физкультура очень нравится, ведь эти занятия помогают стать намного активнее. А для занятий всего-то нужны 2 бутылки воды вместо гантелей и самые обычные палочки. Регулярно стала ходить. Очень нравится, как ведет Лидия Николаевна. Я понимаю, что движение – это жизнь, поэтому с большим удовольствием у нас все девочки ходят. И, как сказали, каждый делает по мере своих возможностей. Никакого насилия, ничего. Ходим все с удовольствием, даже в большие морозы. Очень нравится. И все довольны. Когда ты движешься, когда ты делаешь физические упражнения, вот именно для здоровья ЛФК, у тебя продляется жизнь. И появляется интерес к жизни. Для тех, кто еще даже не вышел на пенсию, хотя по возрасту и мог бы, занятия в спортивном клубе – это способ повысить работоспособность и активность, а самое главное – встретить старость с крепким здоровьем. Анна Васильева, Мирный. На календаре 15 января. Давайте же узнаем, какие события отмечаются в этот день. На календаре 15 января. Сегодня отмечают День образования Следственного комитета Российской Федерации. По народному календарю Сильвестров день или Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Сильвестра также считалось полезным прочитать заговор от болезни. Говорили, в этот день он имеет особую силу. Этот день в истории.
15 января в 1582 году заключен Ямзапольский мирный договор. Этот мирный договор был заключен между Русским царством и Речью Посполитой. В 1831 году в этот день уральский промышленник Павел Демидов учредил премию для содействия и преуспеванию наук как источник поощрения за труд и подвижнический вклад в развитие науки. В 1955 году, 15 января, китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала. В этот день родились Жан Мольер, французский драматург, комедиограф и актер; Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт; Софья Ковалевская, русский математик, писатель, публицист. В этот день свет увидел также Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, литературный критик; Аристотель Онасис, греческий судовладелец, миллиардер; Максим Дунаевский, советский, российский композитор, пианист, народный артист России. День рождения сегодня еще отмечает Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Именины у Василия, Кузьмы, Марка, Модеста, Петра, Сергея и Ульяны. Паша, ну совсем скоро мы отметим такой замечательный праздник, как Крещение. Крещение есть еще. А еще есть 23 февраля. Нет, слишком далеко. 8, ладно. День снега, Всемирный день снега есть Конечно, такой праздник. конечно. Ну, вообще, он, в принципе, не созвучен, да, как альтернативное название День зимних видов спорта. Вообще, вот, потому что, в течение года есть День хоккея, День сноубординга, День горных лыж. Вот, в январе решили всех собрать еще раз и вместе сразу все отметить. Вообще, да, он появился в 2012 году. Это инициатива Международной федерации лыжного спорта. И вообще также известный, это, как я сказал, да, это день как День зимних видов спорта. Праздник призван повысить интерес к самим этим видам спорта, а мотивировать молодежь на активный образ жизни. А главной идеей праздника является проведение снежных фестивалей, в рамках которых дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту, лыжным гонкам и сноуборду. Организаторы стремятся создать атмосферу веселья и расслабления, чтобы зимние виды спорта почитались не только как состязания, но и как средство развлечения. Да, отмечается он, кстати, ежегодно в предпоследнее воскресенье января. То есть в этом году выпадает, по-моему, на 21 января. Вот отмечайте, пожалуйста, какие виды зимнего спорта. Мы-то знаем, что любви достоин только один зимний вид спорта. Какой? Один, какой выберете, такой достоин. А вообще любить надо спорт весь, я считаю. Круглогодично. Круглогодично. А говоря про зимний, допустим, зима уже может по праву считаться одной из самых холодных на большей части территории России. Были побиты многолетние температурные рекорды, да и продолжительность морозов была довольно большой. Доброе утро, дорогие телезрители! Новый год начался с лютых холодов. В Якутии стоят крещенские морозы. А в далеком 1977 году в Оймяконе стояли 50-градусные морозы. Откуда же мы об этом знаем? А об этом свидетельствуют редкие кадры иркутской студии кинохроники, который снял для нас известный телеоператор Никандр Саввинов. 70-е годы были очень продуктивными по созданию документальных и художественных фильмов о Якутии. Пожалуй, это было время наибольшего расцвета кинематографии о нашей республике. И такие специальные выпуски, рассказывающие о жизни на севере, смотрели по всему Советскому Союзу. Чем же для нас уникален этот фильм? Во-первых, мы можем посмотреть «Морозное утро» 1977 года в Оймяконе. А во-вторых, мы можем познакомиться с долгожителем, с Тимофеем Гавриловичем Винокуровым, который на тот момент, в 1977 году, исполнилось 103 года. А это его правнук Сеня, который возвращается из школы-интерната и едет в соседнее село к прадеду на день рождения на оленьих упряжках. Надо сказать, что в Советском Союзе Якутия занимала 4-е место по относительному числу долгожителей. На первых 3 находились Нагорный Карабах, Дагестан, Абхазия и в этом ряду наш суровый северный край. В 1981 году в ежегоднике «Земля и люди» был опубликован очерк писателя Николая Янькова «Оймякон.
полюс долголетия. Писатель Яньков специально приезжал в Оймякон, чтобы встретиться с теми, чей возраст перевалил за 100 лет. Он познакомился с долгожителями с Анной Березкиной, с Арианом и Афросинем Винокуровыми, с Тимофеем Сивцевым и Эвеном Андреем Даниловым. Писатель Яньков был поражен их физической формой. Долгожители занимались активно хозяйством. Они сохранили бодрость не только духа, а главное, поразили его ясностью ума. Все это он описал в своем очерке, который вы сможете прочитать в его библиотеке. Кстати, он здесь же пришел к выводу о том, что все-таки секрет долгожителя в Оймяконе в особенностях здешнего климата. Это абсолютно кристально чистый воздух, чистая вода и отсутствие сидячего образа жизни. Местные жители употребляют в пищу большое количество ягод и жирная рыба, богата омега-3, конское мясо и молочные продукты. Возможно, эти явства и продукты были и на столе во время торжества долгожителя Тимофея Гавриловича Винокурова. Кстати, вы сейчас видите эти редкие кадры, о которых я выше рассказывала. Здесь он сидит в кругу своей большой дружной семьи. У него 8 детей, 30 внуков и 34 правнука. Династия Винокуровых известна не только в Оймяконе, но и по всей Якутии. Они на протяжении десятилетий занимаются очень сложной отраслью, разведением якутской породы лошадей. Занимаются коневодством. А его потомок Дугуйдан Винокуров стал известен самой длинной в истории России конной экспедицией «Полюс холода. Москва», благодаря которой об уникальных физиологических возможностях якутской породы лошадей узнала вся страна. От этих черно-белых кадров в Оймяконе исходит какое-то тепло. Тепло домашнего уюта, семейного очага. Вы представьте, зимой 1977 года в семье Винокуровых накрыли стол, затопили печь, от которой стало тепло не только в избе, но и в душе. Национальный центр аудиовизуального наследия бережно хранит такие кадры, согревающие теплоту личных, семейных воспоминаний. Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Какой замечательный материал подготовила наша коллега Ирина Григорьева. Вот ты представляешь, вот всего лишь нужно было поднять архив, собрать полезную информацию, и получился замечательный сюжет, который действительно окунул нас в далекий 1977 год, в Оймякон. Мы узнали, какая была погода, ну и, конечно, познакомились с замечательной семьей Винокуровых. Я думаю, вот предкам сегодня будет вдвойне приятно вот в утренней программе увидеть эти кадры. И все-таки, вот как сказала Ира, изучайте историю, это интересно. А вообще магия телевидения, она вот один из ее ключевых моментов, что мы всегда можем вернуться на, ну, конечно, на 200 лет назад мы не вернемся, тогда телевидения не было и записывающих устройств, а вот в пределах уже, наверное, 1 века почти, ну, скоро это будет уже цельный век, в 100-летке мы сможем путешествовать. Это, ну, разве это не прекрасно? Но тем временем, конечно, не стоит забывать и про день сегодняшний, и вот как раз о событиях сегодняшнего дня расскажут наши коллеги из информационной службы. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. На выставке-форуме «Россия» прошел мастер-класс по якутскому языку. Гости познакомились с якутским алфавитом и словами приветствия. Огромный интерес у гостей вызвал эпос «Улунхо», строки которого гости смогли прочитать сами после мастер-класса. Также был показ учебных пособий для русскоязычных, русскоговорящих граждан, кто впервые знакомился с якутским языком. Кроме того, гости познакомились с историей письменности якутов, рассказали о роли русских и иностранных путешественников в зарождении якутской буквенной письменности. Полицейские в Чурапчинском районе изъяли 12 снежных баранов без сопроводительных документов. Об этом сообщила прокуратура Якутии. Туши обнаружили в КАМАЗе во время досмотра на федеральной трассе Колыма. Проводится проверка. В Тюбинском наслеге Намского улуса начал работать спасательный пункт. Наслег расположен напротив устья реки Алдан на стыке 3 улусов – Намского, Кобейского и Усть-Алданского. Там же начинается автозимник Сангар, Ситте, Батамай, Булус.
Чаще попадают в беду охотники, рыбаки и собиратели ягод. Данная местность характеризуется сложными климатическими условиями. Ранее спасение людей было в видении местной администрации. Теперь этой работой займутся спасатели. На территории построено здание с гаражом, пункт оснащен автотехникой и лодкой. Таким образом, пост спасателей позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и снизит затраты на поисково-спасательные работы. Данный пост мы открыли в рамках подписанного соглашения вместе с Намским районом. И благодаря поддержке местной администрации, в тесном взаимодействии с местной территориальной подсистемой РСЧС, он в тесном взаимодействии с местной единой диспетчерской службой будет тоже входить как спасательный отряд в нашей службе спасения. Старый Новый год в Сахатеатре провели незабываемый вечер в кругу друзей. Творческая группа своим зрителям показала комедийный мюзикл «Тик-так. Новый год» по мотивам трендовых видео. Новогоднее шуточное представление поставил режиссер Роман Дорофеев с участием молодых и энергичных артистов театра. В мюзикле много музыкальных и танцевальных номеров. И, конечно, шутки на актуальные темы, которые окунули гостей и жителей столицы в праздничную атмосферу. Ну, этот спектакль про то, что мы зависимы от социальных сетей. И мы этот спектакль сделали из трендов, из мемов социальных сетей. Ну, как бы собрали это все воедино, не только, чтобы сказать... ну, это про любовь, простая любовь. И это сказка про Золушку. Мы его как-то по-другому поменяли по сегодняшним дням. И о спорте. Сборная Якутии в составе 6 спортсменов выступила на первенстве Дальнего Востока по легкой атлетике среди девушек и юношей, а также юниоров. В копилке якутян 8 медалей, 3 золотых и 5 серебряных. Всего в соревнованиях, которые прошли в Хабаровске, приняли участие более 310 сильнейших легкоатлетов из 8 регионов. Бегуны Дмитрий Большешапов из Намского района и Кристина Халимулина из Мирного выиграли по 2 медали, золотой и серебряной. Еще одна золотая медаль у Константина Короткова из Алдана в прыжках в высоту. Кроме того, второе место заняли бегуны Кирилл Попов и Айтал Ощепков. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Паш, прошлый год был объявлен годом семьи, ну а этот год – это год детства в нашей республике. Ну, как бы, да, в нашей республике он детство. Конечно, уже проходят различные мероприятия. Уже Прошлый готовятся... год в республике был годом семьи. труда. Годом труда, да? Ну, почти, да. Труд, ну, семья – это большой труд, на самом деле, конечно. Не будем об этом забывать. Ну и, конечно, готовятся различные мероприятия. Творческое тоже, значит, сообщество активно обращает внимание именно на эту тему, да, и мы не могли стороной обойти, конечно, и в нашем эфире в течение всего года будет подниматься эта тема не раз, потому что действительно это благое дело. Ну, вообще, да, мы же понимаем, что, опять же, семья – это основа общества в любом случае, как не зря, говорят, ячейка общества, потому что из семей вот так создается большое-большое крепкое общество, и вообще семейные традиции, я считаю, одними из главных и, возможно, даже стоящие выше там традиций каких-то там, ну вот, более крупных формирований людей. Ну вот, Паша, буквально 30 декабря перед самым Новым годом на YouTube-канале вышел замечательный клип, как раз-таки ну, посвященный, наверное, теме семьи, единства, ну и в целом всей нашей жизни, как ты и говоришь о том, что семья все-таки это фундамент. Да, ну и вот давайте вместе с вами, дорогие друзья, вот я лично этот клип не видел, мне очень хочется его посмотреть, не знаю, даже видела ты его или не видела. Видела. И вот вместе ты видел уже, да, вот поэтому, друзья дорогие, сегодня со мной вместе впервые, возможно, кто-то увидит тоже этот клип, прямо сейчас давайте им попробуем насладиться.
солнца тень. И не гадай, что впереди. Живи сейчас с огнем в груди. Летят года, их не вернуть нам никогда. Дари тепло, верши дела, успеть, чтоб жизнь всегда цвела. Надо жить, словно петь, свою цель покорить. До мечты долететь, страх в себе победить. Очень трогательный клип. Действительно, я думаю, наверное, многие из телезрителей, наверное, прослезились, да. Но, собственно, сегодня мы пригласили в студию авторов этого проекта. Это Яна Угарова и Андрей Чупиков. И мы, конечно, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, хотим поздравить с премьерой клипа, правда, достаточно уже 2 недели почти прошло с этого момента. Даже да, чуть-чуть 30 больше. декабря, перед самым Новым годом он вышел. Да. Сразу возникает вопрос, немножечко истории, да, почему вдруг решили именно вот так выразить свою идею, и кто был все-таки главным инициатором?
Наверное, Андрей издалека начнет. Такая якутская долгая история. Якутский тост. С Яной мы знакомы достаточно давно. Одно из первых творческих мероприятий, на котором мы познакомились, называлось «Гостиная девяти муз». Это музыкально-литературный салон. Очень интересное мероприятие с классической музыкой, но оно в себя включало все-таки исполнение под минусовки, ну, то есть не 100% живой звук это был, потому что выступали разные артисты, певцы. А у нас, как выяснилось, душа тяготела к чисто живому звуку. И 2019 год... Летом, я запомнил. Я предложил Яне сделать такой музыкальный проект и назвать его «Яна Угарова и друзья», потому что у Яны любовь к живой музыке, любовь к романсам, но... И много друзей. Много друзей, да, и она почему-то очень редко это делает. Вот. И мы начали этот проект, приглашали разных интересных людей, не только артистов именитых. У нас довольно большой список прям замечательных гостей, которые вместе, и друзей, которые с нами исполняли различные песни. И этот проект, в чем его фишка, мы в нем поем то, что нам нравится. Мы в нем делаем то, что нам нравится. И у нас за эти 5 лет уже такой... Пятый год, да. Сформировался пул очень классных ребят, ну, которых вы видели в клипе. У нас есть костяк наш музыкальный. Это Евгений Мухин, потрясающий гитарист. Настя Федорова, скрипка, филармония Якутии. Яна Угарова и Андрей Чупиков, гитара и вокал. И есть артисты, которые были более чем один раз в нашем проекте. Это Эркён и Санитай. Чудесные ребята, с которыми у нас какая-то особенная музыкальная связь. Ну, собственно, перетекая все-таки в Перетекая в нашу тему. Да. Точно. Перетекая в нашу тему, Яна меня позвала поучаствовать в концерте «Раскрывая сердца». Да, ну давай до этого я, скажу, потому что до этого концерта в 22 году я услышала совершенно потрясающую песню Атамай Уйбана на стихи выдающегося якутского поэта Петра Табурокова «Онна Хаган». Вот когда еще эти стихи меня просто совершенно потрясли, я подумала, что вот нашей команде надо исполнить их на русском языке. И я очень люблю все делать быстро, вот, и я тут же попросила своих родителей, которые мне всегда помогают и поддерживают, сделать подстрочный перевод этой песни с якутского на русский. А потом моего друга Сергея Прочева, поэта известного, сделать авторизованный перевод. То есть это понятно, что вот эти русский текст, он не прямо вот перевод, да, а такой уже как бы авторский перевод. Художественный. Да, точно. Угу. И он довольно быстро сочинил. И я вот тогда подумала, что нам надо бы снять клип, но он должен быть благотворительный. Я не знаю, почему так вот пришло, да? Вот. Песню мы записали довольно быстро, это было в декабре 22 года. Но Новый год, суета, цейтнот, в общем, не получилось нам тогда сделать. И как потом история показала, это было очень правильно, потому что время еще не пришло. И тут у нас наступает, собственно, сдвоенный год семьи и детства, и все-таки выпуск клипа приурочен к этим событиям. Но вот мы сейчас за кадром немного поговорили, что можно сказать даже, что и посвящен семьям, но не всем. То есть вот, а почему выбрали, можно же было все это сделать немножечко в другой тематике, да, яркие цветы, дети, праздник, там, да, допустим, а вы выбрали достаточно такой очень, я бы сказала, душевную тему, да, о которой редко кто говорит и, конечно, снимает клипы. Угу. Ну, тут, наверное, необходимо заметить, что мы в начале 23-го года, вернее, не в начале, а даже и в середине, и в конце не было известно, что 24-й будет годом семьи и детства, да. Тут как история закрутилась таким образом, что в 24 году я познакомилась с основателем проекта «Обнимаю сердцем». Это инклюзивный благотворительный проект,
его основатель Анна Федорова. И, ну вот как иногда бывает, она попросила меня оказать информационную поддержку этому проекту. И на сайте жюри КТРУ, который я веду, вот стали появляться материалы про ее благотворительный проект. И на этой почве мы подружились. Потом у нас был еще проект «Сахатыла 400». И осенью она попросила меня быть ведущей благотворительного концерта «Раскрывай сердца», вот о котором Андрей говорил, да. И опять же, да, вот когда общаешься много с человеком, ты понимаешь, вот мы готовились к этому концерту, и я поняла, что клип надо делать вот с ними, с подопечными Анны Федоровой. Вот. И к тому времени подключился Андрей к этому. Значит, Анна попросила его выступить в этом концерте. Там в чем суть? В том, что дети с ограниченными возможностями здоровья выступают с известными людьми, с музыкантами, с артистами, да, ну и сами по себе. Вот. И, в общем, тут еще такой немаловажный момент, что на этот концерт в качестве зрителя пришла молодой режиссер Аполлинария Дегтярева, с которой мы весной делали цикл передач про Кулаковского. И вот ее тоже настолько вот, тронул, этот концерт не может не тронуть, да, этот концерт тронул, и она согласилась выступить в качестве режиссера клипа, да, вот снять, сделать монтаж. И вот таким образом все закрутилось, и довольно быстро этот клип был снят. И вот перед Новым годом он был практически готов. И когда мы его посмотрели, мы поняли, что это вот тогда стало известно, что год семьи будет, потом год детства. Ну и как-то вот все сложилось. Да, все сложилось, да. Ну вот, возвращаясь к дате выхода, да, что перед Новым годом он вышел, времени уже так, ну, достаточно, можно сказать, прошло, уже какие-то отклики появились, то есть какая-то вот обратная связь в виде, может быть, ну, там, рецензий, комментариев, лайки. 99% комментариев говорит нам о том, что все это было не зря. На самом деле, еще хотелось бы немного вернуться вот к этому инклюзивному проекту, к инклюзивному концерту. Вот у меня моя подопечная, мой напарник по нашему номеру была девочка Дарина с коррекционной школы. Потрясающая вообще, солнечная такая девчонка. И это прям замечательный ребенок, который хочет веселиться. И сам концерт прошел ну, просто с таким максимальным наполнением зала. Там не было не то что мест за стульями. Люди сидели на ступеньках, да. Я такого не видел ни на одном большом концерте на таких площадках в Якутске вообще. И это возможность посмотреть на мир с другой стороны. Когда ты видишь, как бывает в жизни, с каким рвением и с каким вкусом люди, особенно дети с ограниченными возможностями, живут, но переворачивает сознание очень крепко. Ну, я думаю, это такой хороший для вас, во-первых, и опыт, да, и вот, как вы говорите, вот как вы сработали, и все, да, он долго лежал где-то в стороночке, да, но вот выстрелило тогда, когда должно было, да. Точно. И вот следующие какие-то идеи, вот зарядились ли вы какими-то новыми идеями, чтобы продолжить все-таки, может быть, снять еще один клип, или, может быть, снять уже, не знаю, может, какой-нибудь короткометражный фильм, идеи какие-то появились? Только вчера разговаривали на эту тему, идей, как всегда, очень много. Да. Самое главное их реализовать вовремя и правильно. Точно. А я немножко перекручу назад, опять же, да, и скажу о том, что вот по поводу того, что все случается вовремя, и пазлы складываются именно таким образом, каким должны быть, да. То есть, когда проект задумывался, он должен был быть на русском языке. Вот. А как вы видите, сейчас он там, да, на 2 языках. Вот, в общем, сложилось так, что в прошлом году летом я стала таким продвигатором якутского языка, и вместе с единомышленниками мы создали движение «Сахатыла 400», которое призвано сохранить и развить родной язык в республике, за ее пределами, да. И таким образом мы переписали вот песню, то есть, ну, как вы слышите, там есть якутские куплеты, которые я исполняю, и Санита Ай.
Вот. И вот, знаете, как бы вот про комментарии, да, очень многие люди говорят в комментариях о том, что какие замечательные стихи, какой глубокий философский смысл, да? То есть ведь там говорится о том, что а когда еще делать, как не сейчас? Вот делай сейчас, потому что ты сюда не вернешься, и как бы не растягивай, не откладывай на потом. Правильно, да. Яна, Андрей, спасибо большое. К сожалению, времени у нас не так много. Спасибо за этот клип, спасибо за вашу работу. Желаем еще дальнейших успехов и развития, в том числе в этом же направлении. И вам, дорогие телезрители, тоже желаем сегодня хорошего дня. Завтра вновь увидимся.